Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Как вы считаете, чем обусловлено развитие Татарстана? Мы же как Татарстан часто будем как пример, благодаря чему мы достигли таких успехов? Ну, Татарстан в этом плане, он выгодно отличается, потому что я постоянно езжу, я бываю с концертами во всех регионах России, часто выезжаю. Вижу, что Татарстан является одним из самых удачных, развивающихся регионов России. Он считается, естественно, донором, что республика все отрасли своей народного хозяйства, и сельскохозяйства, и производства, промышленности, строительства по всем показателям идет впереди многих регионов России. Это радует. И как бы в этом плане вроде бы нет вопросов, но есть, конечно, еще многие темы, которые можно было улучшить. Но вот сейчас будет очень много зависеть, конечно, от выборов. Какие программы будут приняты президентом, его аппаратом, правительством. От этого очень будет много зависеть. Как будет дальнейшее вообще происходить развитие. Ну и самое главное, конечно, уровень жизни народа, потому что сейчас это очень тема актуальна. А благодаря чему Татарстан, как вы думаете, достиг таких успехов? Ну, естественно, здесь и руководство республики очень грамотное, начиная с Ментимира Шариповича. Затем, может быть, еще характер народа, потому что татары сами по себе очень трудолюбивая нация, потому что если даже взять исторический пример, который ярко говорит о том, почему татары так работают. Потому что когда Казань была захвачена Иваном Грозным, когда Казанское ханство потеряло свой суверенитет, то татарские дворы, татарские села обкладывались двойным налогом. То есть татары должны были платить в 2 раза больше, чем русские семьи налог. Надо было работать 2 раза больше работать, чтобы отработать этот налог. Вот, наверное, поэтому татарин более трудолюбив, более целеустремлен. Ну и потом все-таки наша нация, она менее склонна к алкоголю, к куреву. Это традиция наших предков тоже, потому что мы все мусульмане, а ислам, он проповедует именно безалкогольный образ жизни. Вот сумма таких общих, как говорится, условий, которые, наверное, тоже влияют на то, что Татарстан активно развивается. Ну, естественно, наш регион, ко всему прочему, он и, наверное, удачно расположен. У нас по воде идет очень хорошая связь через сеть дорог. Как говорится, удачно находимся в центре России, на равном отдалении от многих городов. Взаимоотношения с федеральным центром? С федеральным центром, отношения вроде нормально до этого складывались. Какая-то была такая все-таки независимость, там соглашения подписывались. Но я думаю, если новое правительство примет закон отношений, регионов с центром, более правильно, одинаково для всех, то есть прибыль от производства, она должна оставаться главная, основная в регионе, там, где происходит производство. Не так, как сложно сейчас, то есть вначале деньги уходят в Москву, а потом оттуда опять распределяется из Москвы. Каждый регион должен зависеть от того, как он трудится, как люди работают, и получать возможность дальше развиваться от этих доходов. Но это тоже сейчас будет зависеть от тех
законов, которые будут приниматься в дальнейшем правительством. Насчет выборов еще один такой вопрос задам. Вы сказали, что эти выборы, они как бы отличаются, и обстановка, вы говорите, сменилась. Вот почему они более важные? Еще раз, вот более, как бы, вы не могли бы объяснить, почему на эти выборы надо? Выборы, дело в том, что обстановка, было довольно много проблем серьезных, связанных с внешней политикой. Мы прошли сложный этап, у нас была разрушена армия, мы фактически ее потеряли, военное производство было разрушено, военные заводы. И руководство, правительство, и в данном случае президент Путин очень много внимания уделял именно обороноспособности страны, и поэтому много средств уходило именно в это направление. Меньше уделялось внимания социальным каким-то проблемам, меньше оставалось, в то же время на искусство меньше денег уделялось. Но это объяснялось то, что страна находится как бы в окружении других стран, которые не всегда дружественно смотрели на нас. И поэтому надо было иметь, конечно, хорошую, сильную армию, развитое производство, новое вооружение. И вот эти, можно сказать, вот последние 15 лет страна очень усиленно вкладывала свои экономические средства и в экономику именно в направлении перевооружения, организации производства военных. Поэтому было понятно, что было как бы, не совсем до студентов было, не совсем было до пенсионеров, вот средства уходили. Но сейчас мы прошли уже этот этап, и сейчас проблемы, которые существуют у нас в социальном секторе, с пенсионерами, с детьми, с инвалидами, они сейчас выходят на первое положение, на первую значимость. И именно на это сейчас надо больше обращать внимание. И если мы будем дальше продолжать развиваться как раньше, то не уделяя серьезного внимания вот этим проблемам, то это очень отрицательно скажется вообще на ситуацию внутри государства. И очень важно будет сейчас, кто станет, какая программа, я даже не говорю, какой человек, сейчас важен не человек, а важна программа. Я вот на этом уделяю внимание. Надо голосовать сейчас не за личность, а за программу, которую двигает определенный кандидат. Если в программе написаны те основные тезисы, которые ты считаешь, что они главные для тебя, например, прогрессивное налогообложение, это существует во всех развитых странах, нормальных странах. Я много путешествую, знаю, это живут все остальные страны нормальные, культурные страны. Они все имеют прогрессивное налогообложение. Там сверхдоходы срезаются, и они отправляются как раз на закрытие социальных проблем. У нас в стране этого нет, к сожалению, но сейчас это очень остро ощущается, что это нужно сделать. Это тот первое положение, которое должен принять президент. И если в программе, за которую человек голосует, это положение есть, это уже как бы является основным, на которое можно ориентироваться и голосовать за этого кандидата. Ко всему прочему, там есть и другие программные пункты, например, запрет вывоз валюты за рубеж, возвращение средств из офшорных счетов, офшорных организаций, куда скачиваются огромные средства из России уже в течение десятилетий, выкачиваются миллиарды, триллионы денег. Эти деньги нужно возвращать. То есть очень вот таких проблем, которые могут серьезно повлиять именно на возможность изменить ситуацию экономическую в стране. Вот если эти пункты будут внесены в программу кандидата, я за такой кандидат буду голосовать лично. И также желаю, каждый должен обратить серьезное внимание именно на эти пункты. Вы считаете, что вот от выбора нас зависит что-то? А как же? Сейчас, конечно. Сейчас нельзя очень так вот пассивно относиться, как раньше происходило. Я говорю, например, раньше не ходил на голосование. Я знаю, проголосуйте, наберут нужное количество, и, в принципе, а сейчас я чувствую ответственность от времени, о государстве, о народе, перед народом чувствую ответственность. Поэтому я, естественно, пойду обязательно на выборы и буду голосовать именно учитывая вот эти требования, которые должны быть в программе
этого кандидата на выборы президента. Спасибо. Сейчас такой вопрос хотел задать по поводу, вот вы слушаете вот татарскую эстраду, вы знакомы, и какие у вас вот впечатления, мнения о татарской современной эстраде? Ну, сейчас у нас Татарстан, в принципе, неплохо развивается в эстрадном в плане культуры. Есть очень, определенные достижения. У нас неплохо развивается оперное искусство, камерное. Ну, а в плане эстрады Татарстан, он как бы повторяет, копирует Россию. Она у нас немного с таким своим национальным уклоном татарским, но все равно та же самая, я ее называю попсярой. Вот есть российская попсяра, которая запичкан Первый канал. То же самое, в принципе, происходит и с татарским телевидением, когда смотришь, ну, наша национальная попсяра, ее называют как татарджеры, там, или еще определенный уровень, конечно, эстрады желал бы быть выше. Его и можем выше сделать, но для этого нужно определенное решение правительства, подход определенный. Вот вы считаете, вот эстраду, вот попсу должно включиться государство? Обязательно, конечно. Без этого ничего не получится. Государственное регулирование, государственная помощь в этом плане должно обязательно относиться серьезно, потому что эстрада, она все равно формирует вкус человека, его внутренний мир. Если она низкая эстрада, если она не несет в себе какие-то духовные ценности, эти же песни, мелодии, тексты, то она отрицательно сказывается на воспитании молодежи, а это очень плохо. А как государство может включиться, собрать их или как-то учить? Да нет, но есть определенные программы, которые можно заняться этими программами, создать возможности, условия. Я об этом уже давно думал. И больше того, эстрада наша, татарская эстрада, она имеет огромный потенциал. Ее можно очень быстро вывести на большой такой международный уровень. Но для этого нужна правильная стратегия. Вот, например, сейчас проводит этот Узгарь Жилли. Я смотрел программу Узгарь Жилли. Вроде бы такой современный подход, современные аранжировки, там оркестр из Москвы, который играет такой в стиле уже современном. Вот. Но там нет самого главного в этом подходе, там нет стратегии. Там тактически правильно все делается, но стратегически совершенно это не дает никакого поступательного такого развития, главное как бы вот, направление в развитии. Это как бы, ну, есть вот, как бы создать красивый фантик. А внутреннее содержание, стратегия, она отсутствует. А в чем это выражается? Могли бы вот это объяснить? Стратегия какая может быть? Ну вот, например, я к примеру приведу, даже не оторвусь от искусства, к спорту. Вот что у нас за развитие спорта? Это у нас баскетбол, футбол, хоккей. Виды спорта, которые, в принципе, не характерны для татар. Они не несут в себе элементы нашей истории, нашей традиции. Это пришедшие к нам из Европы виды спорта. Вот чисто... Вот. А если развивать их надо развивать, эти направления в спорте, но их надо развивать для чего? Чтобы поднять общий уровень физической культуры в населении. Только для этого, а не для того, чтобы тратить огромные деньги для этих приглашенных спортсменов, огромные деньги платить. Это совершенно трата денег пустая. Если бы занимались бы воспитанием внутри страны нашей ребята, обучали бы этим спортивным дисциплинам, из них бы вырастали спортсмены, наши спортсмены, отечественные спортсмены, которые уже тогда мы гордились, что это наш спортсмен, это другое дело. Вот стратегия неправильная. То есть деньги тратятся, но неправильно тратятся деньги. Тактически правильно вроде, да, как развили футбол, там пригласили этих, тренер все, выиграли, там все довольны, Казанский, Рубин выиграл, а стратегически это неправильно, потому что каждый, все вкладывает деньги, они обязательно должны элемент национальной заинтересованности, национальной истории. Вот я могу как пример привести. Можно, допустим, взять и начать развивать новый вид спорта на основе нашей истории. Потому что все мало кто знает, наверное, но казачество, казаки. Казак вообще по-переводистюрски обозначает вольный человек, казак.
Потому что казахлар, они селились на границе государства булгарского, освобождались почему-вольно, потому что они освобождали всех дань, они ничего не платили. Но единственная их задача была, это надо было охранять границы государства и воспитывать воинов внутри своих селений. Поэтому казаки были очень военно хорошо подготовлены. Там с детства дети воспитывались военно-воинским искусством. И вот, допустим, взять эту традицию, которая это чисто наша тюркская, булгарская традиция. Она потом уже позже перешла на Дон, донское казачество, потом Кубань появилась. А это наше родное волжское, булгарское происхождение казаков. И развивать новые виды спорта, допустим, назвать его булгар. Прямо назвать булгар. Что такое? Спортивно-прикладной вид этого спорта. Там, или военно-спортивный, я не знаю, ну, можно такое название. То есть оно несет два значения. Оно несет и спортивное, то есть там элемент соревнования есть, и прикладное. Человек обучается этим видам искусства, которые пригодятся не только в спорте, они могут пригодиться и на службе, в армии. Человек сможет принести пользу не просто бегая там или прыгая, а работая, принося государство. Поэтому прикладной называется. И взять и начинать этот вид спорта развивать. Во-первых, люди узнают, что казачество – это явление наше булгарское. Никто об этом не знает. Развивать многоборье это. То есть человек должен, допустим, школы открывать такие, казачьи, булгарские казаки. Вот. И заодно людям рассказывать о нашей истории, о наших традициях через спорт. Вот здесь тогда будет элемент именно стратегически правильно будет развиваться. Потому что люди, кроме каких-то увлечений спортивных, будут еще получать информационную, интересную информацию о нашем народе. Вот тогда вот это правильная стратегия. А если просто обучать, приглашать каких-то спортсменов, огромно платить деньги, там, гонять мячик, выбрасывать огромные средства, это тактически вроде верно. Ну, выиграли там, это, получили удовольствие люди там. А на самом деле это стратегически крайне неправильно. А вот что применительно к эстраде? Как это... А к эстраде очень просто. Надо создавать базу, в первую очередь. Ну, я уже давно об этом, я еще в 70-х годах об этом говорил. Еще и говорил, потом, когда начались перестроечные времена, в 90-х годах даже обращался к Вентилю Шарипычу с письмом об организации такого центра национального по развитию. Я бы назвал ее фестиваля и кино. Допустим, не центр, а как назвать ее, ну, каким словом можно назвать. То есть объединить эти два вида искусства, фестиваль и кино. Почему? Это самые сильные по воздействию виды искусства, потому что имеет возможность большое влияние на людей. Вот, объединить их и создавать базу, которая будет служить и для киноиндустрии, и для фестиваля. Это надо сделать, в первую очередь, строить хороший большой зал, там, допустим, на 20 тысяч. Это крупный зал должен, такой конгресс-зал большой мощи. Он, кроме культурных программ, он сможет работать и на проведение конгрессов крупных, таких вот видных, которые тоже в Казани проводятся время от времени. Он еще больше привлечет внимание сюда. И эта тематика. И на базе этого зала собрать оркестр. Оркестр нового совершенно направления, тоже по-своему сделать его, которого оркестра нет ни в одной стране, ни в одном городе и регионе от России. Оркестр, который должен быть элементы симфонического оркестра, джазового и плюс народного, этнических инструментов. Такой синтетический оркестр должен быть. Он должен быть, который будет играть, возможно, любую музыку, национальную, классическую, джазовую. Такой вот синтетический оркестр нужно создавать. Так, если будет такой оркестр, будет писаться определенная музыка, будет стиль складываться в аранжировках. Песни будут писаться уже, которые с расчетом. Дешевые песенки татар-жирит уже не пройдут. Нужно создавать настоящее произведение музыкальное. Тогда для композитора будет цель создавать эти произведения. Это вот целая стратегия, которая базируется. И затем, а потом эти фестивали, они
опять придут к популяризации нашей национальной музыки, привлекут туристов в Казань еще больше причем. То есть это целое направление. Вот когда вот так вот подходит базово, стратегически, тогда искусство начинает очень быстро развиваться и правильно. А тактический ход, типа создали оркестр, в горячий ры, обработку сделали, там с Москвы пригласили аранжировщика, оркестр современный, вот, и вроде бы как бы там современцы прозвучали, все. Это тактически правильно, но стратегически совершенно необдуманно. А как вы считаете, вот, вы же говорили, что вот низкокачественные песни, да? С другой стороны, вот люди же это хотят. На этих певцов там, они полные залы некоторые. Да, я понимаю. Дело в том, что ориентируются всегда на такой, как бы на средний уровень, это неправильно. Всегда надо планку ставить выше. Потому что искусство должно себя нести воспитательно. Надо не занижать планку, надо выше ставить всегда. И тогда народ подтягивается к этому уровню. Не опускаться вместе с народом ниже. А народ что, Мурку захочет, что, ну вообще опустимся, тогда вообще, ну ничего, пойдет, все будут там, три притопа Мурку, классно, все довольны. А куда скатится вообще культура, духовность? Ни к чему придем вообще, к нулю. Шкуру можно одеть будет потом вообще какая-нибудь. Искусство все должно быть выше, оно должно поднимать народ. Планку надо всегда выше ставить. Опять-таки стратегически так настроить. Это же вот шоу-бизнес, это люди как бы вкладывают свои личные деньги, то есть государство, участие в этом государстве, какое будет это? Частно-государственное партнерство, что ли, государство от этого что? Нет, почему? Государство оно должно основное финансирование должно государство делать, потому что сейчас, конечно, есть богатые частники, но я не знаю, если, конечно, так и найдется такой человек, обладающий таким средством мощным, допустим, он скажет, я готов вложить деньги, вот построить этот огромный конгресс-холл на 20-30 тысяч, вложиться. Я говорит, буду понимать прекрасно, что эти деньги я еще долго-долго не отобью. Может, за всю жизнь можно отобью, не вернуть деньги, потраченные в зал. Хорошо, если такой человек найдется. Но, к сожалению, такого человека не находится, поэтому это должно государство понимать, и государство начать вкладывать, в первую очередь, деньги вливать. Вот еще такой вопрос. Вот, например, есть паркан, который поет на турецком, да? Есть, например, там, ну, может, местный или нет, но Рамштайн, который поет на немецком. Вот возможно ли вот человек, который поет на татарском, выходить на мировую арену? Спокойно, элементарно. Поднять общий уровень культуры, общий уровень, чтобы аранжировки, произведения создавались на лучших мировых образцах, при этом они, чтобы несли обязательно национальную составляющую своих, чтобы песни отличались, что они вроде современно, стильно, а в то же время люди видели, что это интересно еще по своему внутреннему содержанию, по национальной наполненности, что такой музыки нет, допустим, в Германии, нет, во Франции, что это действительно музыка интересна этим. Но это вот как бы это та составная часть, которая обязательно должна присутствовать. А вы видите, вот такие зачатки есть там среди... Так нет, есть. Я отдельно вижу некоторых, смотрю, там правильно ищут какие-то формы, какие-то песни создают такие, какие-то стили определенные. Народ, конечно, или молодежь, она такая, она пытается искать ходы. Вот. А если быть созданы условия, это можно развитие направить, улучшить, ускорить, намного ускорить. И сделать, не забудьте, не за 20 лет, а за 5 лет это можно сделать. Но опять-таки это только должно решение с поддержкой государства идти. То есть государство должно их... Обязательно, конечно, да? Конечно. Это пиар или вот это помощь с аранжировкой, песнями? Вложить деньги надо, конечно. Вот они вкладывают, государство вкладывает деньги, допустим, в футбол, не тратить. Вот так же надо вкладывать в это направление. Конечно. Даже, может, больше, и не в один раз, в несколько раз больше вкладывать. Вот если такое отношение будет, тогда и будет, результаты будут. Вот ваша песня, например, «Ой, был дома», она же как бы стала, то есть такой, ну, очень популярной, и до сих пор популярной, и не только среди татар. Вот. Это вот не скажешь, что это современная такая музыка, она же истинно татарская, а как так получилось? Ну это, во-первых, такие песни, как «Ой, был», это очень древняя по своей содержанию мелодии, она же
древнебулгарская мелодия, и тысячи лет этой мелодии. И есть вот такие мелодии, которые создавались еще в те времена, они прошли вот через этот тысячи лет, сохранились и несут в себе вот дух того времени. И когда человек начинает петь или слушать, он ощущает вот эту глубину, он завораживается этим, потому что там энергетика очень сильная. Такие песни есть. Народные песни, которые это может привести еще ряд мелодий наподобие этого. А был это как бы вот один из таких сильных образцов. Еще вот такой у нас в последнее время пошел какой-то среди интеллигенции спор такой. Например, есть писатели, которые пишут на русском. Есть певцы, которые поют на татарском, на русском, татарские певцы. И есть такой спор, вот, является ли писатель, который пишет на русском, татарским писателем, является ли певец, который поет на русском, этнический татарин, татарским певцом. Но если только на русском, то уже не татарский, я считаю, надо все-таки петь именно с татарском языке. А если он поет и на татарском, и на русском, то это нормально. А если он только на русском поет, то, конечно, уже трудно отнести к татарскому певцу. Просто как бы по-этнически, по происхождению, но все-таки язык очень важен. А писатель как? Писатель тоже, конечно, нужно писать на своем родном языке, переводы, потом уже переводы делать на русский язык. И я вот тоже написал книгу, я написал на русском, потому что я не смогу написать на татарском, потому что я не знаю глубоко татарский язык, как литературный язык я не знаю. А чтобы писать на татарском языке, надо хотя настоящий татарский литературный язык знать. Он очень богатый, большой, глубокий. Я, к сожалению, его не знаю. Так, бытовая речь я владею, чтобы общаться просто. А что писать, этого мало очень. А как можно сохранить родной язык, как вы думаете, в современных условиях? В первую очередь тем, что надо дома обязательно разговаривать на родном языке. Первое условие. В семье должна обязательно звучать национальная, своя родная речь. Татарча сөйлешерге, да, балалар белән син сөйләшсәң, хатын сөйләшсәң, әби сөйләшсә, балалар аннары инде пропитываются вот этой вот энергетикой татарской речи, и она и становится близка, родная. Это основа главная, конечно. Он со временем, может быть, и не будет знать хорошо татарский, но все равно он сохранит вот эту любовь. Я же лето проводил в деревне и рос в чисто татарской деревне. Это в Кукмаре, под Кукаром, в Кукмар деревня, Туишево. И там говорили только на татарском языке. Бабушка у меня не знала русского языка, вообще не знала. И поэтому я рос, в общем-то, в среде, где говорят только на татарском языке. Поэтому я как бы знаю этот дух, пропитался им, он мне близок, родной. Если я бы жил только, допустим, в русскоязычной среде, в городе постоянно, то я бы наверняка не смог бы это ощущение в себе познать и сохранить. То есть главное в семье? А семья основа. Это можно по примеру татарских общин, которые живут за рубежом. Да взять уже Финляндию, взять Америку. Там они дома разговаривают только на татарском языке, потому что знают, если не будут дома говорить на татарском, то язык потеряется совсем. Можно вот такой личный вопрос? Как вы пришли в ислам? Как это происходило? Или это у вас было заложено уже с детства, или был какой-то случай? Я бы сказал, что в деревне в татарской рос, бабушка меня намаз читала постоянно. Я это видел, знал какие-то небольшие суры из Корана. Мама меня обучала каким-то сурам Корана. Я их знал с детства. К религии, конечно, относился так, равнодушно, можно сказать. Она меня особо не интересовала. Воспитывались в советских традициях, компаньеры, комсомольцы. Нас учили тому, что религия — это дедушкины, бабушкины сказки, что это несерьезно все это навыдумано. А со временем, когда уже
Коране написано, что после 40 лет мужчина становится, до 40 лет мужчина еще ребенок. Так оно на самом деле есть. А вот уже после 40 лет человек начинает задумываться, что есть ценности в мире, которые, кажется, не определяются одними материальными интересами. И человек начинает задумываться и постепенно, шаг за шагом, начинает интересоваться религией, и затем уже для него открывается другой мир, восприятие новое, и он начинает понимать, что мир, оказывается, совсем другой. Что все, что материально, это как бы временно, а ценности духовные, они вечные. Вот это главное понятие приходит. То есть какого-то конкретного случая не было, да, вот такого? Нет, у меня процесс очень шел медленно, постепенно. Я говорю, я и в мечети раньше ходил, и в школе, когда посещал какие-то праздники национальные, Курбан, Байрам, все это участвовал, но просто участвовал как этнический мусульманин, то есть не углубляясь в религию. И только уже вот к 50 годам начал изучать, более серьезно к этому вопросу, и постепенно перешел вот к вере, к истинной вере, потом в хаджи побывал уже, и, конечно, уже, если сравнить свою жизнь до 50 лет и после 50 лет, это совершенно разные восприятия окружающего мира. Вы в последнее время очень много вот рассказывали о том, что как вы вот принимали роды, вот о своих детях. Чем это связано? Это тоже вот как раз продолжение этой же темы. Человек, отношение вообще к появлению ребенка, оно меняется, когда начинаешь понимать, что это приходит свыше, что Всевышний дает ребенка, что это не просто так. И вот это чудо, вот рождение, дитя, оно начинаешь осознать совсем по-другому. Отношение к ребенку все меняется. Я вспоминаю себя, каким я был, допустим, когда у меня первые дети рождались, когда я был в первом браке. И сейчас это совершенно разные отношения к детям, вообще к этому процессу. И я был на предпоследних, когда у меня рождался сын, я был на родах в роддоме, меня пригласили. Прямо во время родов я даже там сфотографировал, мне там предложили пуповину отрезать, самому все сделать. Но я был еще не готов, я воспринимал очень психологически не был готов, я просто как бы... А уже вот когда последний не последний, будем считать, очередной рождение ребенка, Марьям мы ее назвали, рождалась, и мы ее решили рождать сами, в Мунчада, в бане. Так как наши предки рожали, в бане все рожали. Баня, во-первых, что? Баня это, во-первых, чистое помещение. Там нету среды отрицательной, бактерий нет вредных, которые есть во всех роддомах. Стафилококков, возможно, в бане их нет. Там ребенок рождается, и он не заболевает ничем. А в роддоме обязательно хватает этих стафилококков, будет потом еще года 2 лечиться от них. Вот. И когда начали эту тему изучать, жена меня ходила на курсы, специальную информацию, я читал тоже много об этом. Надо же готовить себя, чтобы родить дома ребенка, самим принять. Это очень ответственно. Вот. И когда углубились в эту тему, и потом у нас ребенок, я понял, что рожать надо только дома. Что роддома рождают неправильные условия там, которые отрицательно вообще действуют на ребенка, на роженицу, на саму. Я могу об этом уже отдельно говорить. Я книгу написал к своему юбилею, сейчас продолжаю писать 4-ю часть. Вот 4-я часть, у меня есть специальный рассказ, посвященный этой тематике, рождение ребенка дома. Я там описываю, в чем это плюсы этого нужно, почему дом надо рожать, а не идти в роддом. Очень интересная тема. Вы хотите популяризировать вот это, да? Ну, вообще-то, я всегда говорю, если есть что-то полезное сказать, надо всегда говорить, чтобы открыть народ глаза, чтобы народ почерпнет, может, захочет использовать для себя, польза будет для него с этой целью. И поэтому вы сейчас тоже много об этом говорите, я так понимаю. Да вообще, у меня желание вообще школу открыть.
школу, потому что я изучал еще образование. Образование, школы разные изучал, систему обучения, был за рубежом, был на Востоке, был в Турции изучал, в Америке. И пришел к выводу, что на сегодняшний день необходимо открыть совершенно новые школы, совершенно нового подхода к обучению, по новой системе. Вот мне, например, такую школу хочется открыть. Я знаю, как это сделать. Вот. И ребенок можно сделать так, что я ее назвал школа гармонического воспитания личности. Школа. Ребенок за 2 года подгруппа идет, это 6-7 лет, 5-6 лет это подгруппа, и потом с 8 до 5 лет первые начальные классы. Вот за эти 5 начальных и плюс 2 подгруппы, 7 лет, ребенку можно дать уровень, который будет соответствовать подростку, который заканчивает уже 11 класс. Это можно достичь уже в 5 классе, если вот по этой системе образования, которую я тоже знаю, как это сделать. Тема очень интересная. Книги об этом пишете? Или... Нет, книги пока не пишу, я просто пытаюсь об этом разговариваем, чтобы где-то открыть такую школу. Мне, к сожалению, здесь в Москве не удается. Сложно с помещением, понимания не нахожу. Не знаю, я в Татарстане пока тоже серьезно не разговаривал на эту тему. Как-то я пытался начать говорить, но особо так пока не прислушивались. Ну, в принципе, мне бы хотелось, конечно, сделать в Татарстане, чтобы все-таки это моя, кажется, родина, моих предков. Но если не получится, я готов это сделать в другом регионе, любом. Потому что тема очень интересная и полезная. То есть что-то делается уже в этом направлении? Делается, конечно, мы с друзьями уже продумываем здесь. Ну, правда, совсем в другом регионе. Там, где более понятно относятся к этому. Вы еще такой вопрос хочу задать. Вы вот такие заявления делали в последнее время, так прям какой-то программе зрители, так скажем, были шокированы. Вы сказали, что секс, например, это татарское слово. Секс? Вообще слово секс это от слова сигис. Сигис. 8. 8, перевернутая 8, это бесконечность обозначает. Знаешь, символ 8 перевернутой — это бесконечность. Секс — это бесконечность, это продолжение бесконечного рода. Секс вложено в слове. Слово, и она привязана именно к 8. Сигис. Секс. Мы имеем такие корни татарские, или почему такое заявление сделали? Да не заявление, почему? Я просто сказал, что вот секс, оно идет, это тюркское слово. Тюркское. Но тюркских слов очень много в русском языке. Я, кстати, свою книгу писал, тоже занимался этим. Там же у нас фактически 30% слов в русском языке, почти 30%, около 30%. Это тюркские слова, пришедшие уже в русский алфавит. Не алфавит, вернее, а в русский язык. И, тоже интересная тема. Я когда начинаю, моим друзьям, которые не знают татарское, говорю, а вот это слово, знаете, что обозначает? Я говорю, вот так, как не может быть. И перевожу. Или история этого слога, почему оно так, откуда пошло. Очень много там, прям подряд, я не знаю. Которые вот могут вот так... Товарищ, вот вроде такое слово, товарищ. Вроде уж русское, такое бесконечно русское, да. Туар еще. Туар — это туар. Туар — это вообще-то это древнее, даже не тюркское, оно, конечно, арабское слово скорее. Туар к нам пришло. У нас с арабского тоже очень много слов общих. Еще это рабочий. Человек, производящий с тобой одну работу, туар еще. Товарищ мой, по труду, коллега по труду, если перевести по-русски, товарищ. А таких шокирующих нет уже? Да много. Допустим, когда говоришь слово «еблек», слово «ебле», будет такое слово, оно обозначает на тюркском языке обозначает свадьба. Первоначально означает это свадьба, еблек — это свадьба.
По-тюркски. Он значение потерял, вот это, какой свадьба, а вот процесс, говорит, когда происходит, он сохранился, перешел к русски. Там много раз таких интересных слов. Или там балалайка, допустим. Русский, народный, татарский инструмент балалайка. Он не русский, он татарский инструмент чисто. Древний, булгарский. Он переводится как забава для ребенка. Бала-лайка. Она очень простая. Чтобы ее сделать, очень просто. Там 2 струны натянул, эту штучку, палочку, 2 струны. И играть на ней несложно научиться. И она, изначальное значение, это для забавы ребенка она делалась. Потом она уже стала, перешла как более такой солидный инструмент музыкальный, балалайка. Балалайка. Или береза, русская береза. Это береза переводится бер-узе, одинокая. Бер-узе, одинокая. Почему? Потому что береза всегда запрещалась, не советовали у себя во дворе сажать березу. Потому что была такая, ну, как бы, не традиция, а люди знали, что если во дворе посадишь березу, то хозяйка может стать одинокой. Она потеряет мужа, поэтому березы никогда не сажались. Одинокая, берузе. И березы никто во дворе не сажает никогда. Таким образом, мы сейчас весь русский мат объясним. Русский мат тоже весь тюркский. Он все пришел с тюркского языка к русским. Вы уже немного объяснили. То есть по-скриверовского найдешь. А об этом сказал Наполеон. Почему? Потому что он, когда уже проиграл войну 12-го года, он имел в виду Кутузова. Потому что Кутузов, он же тоже он же татарин, тюрок, булгар. У него родословно идет булгарского рода. И он имел его в виду, что вроде русский, но сам не русский, татарин тоже. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.